Нахид Баракат Лавси, 17 лет. В 2014 году боевики ИГИЛ вошли в ее село на севере Ирака, перебили мужчин и похитили 28 членов ее семьи. Самое страшное с нами случилось в Мосуле. Девочек насиловали постоянно, их разлучали с близкими. А потом их отдали главарям. Нас избивали и насиловали на протяжении 2 недель. Потом на меня положил глаз один из командиров и перевез в другое место. Похититель Нахид был убит, и девушку продали другому боевику ИГИЛ. Она забеременела и родила мальчика. Мне помог один человек, дав свой сотовый телефон. Я смогла дозвониться до своей семьи, а потом убежать из плена. Но мне пришлось оставить своего малыша у боевиков. Подобные чудовищные психические травмы часто остаются без должного внимания. Но сегодня Нихад оказывает психологическую поддержку сотрудники фонда «Амар». Эта гуманитарная организация собирает средства на подготовку психологов в Ираке. Эти люди перенесли столько всего, что не поддается забвению. На их глазах убивали, на их глазах тела рубили на куски и разбрасывали. Они слышали крики и плач своих матерей, сестер и близких. Нам необходимо наладить всестороннее сотрудничество с различными партнерами, чтобы запустить полноценную программу реабилитации. Сотни езидских женщин и девочек до сих пор остаются в плену у боевиков. На этой неделе в ряде городов прошли акции в их поддержку. Мы хотим сказать международному сообществу, что оно должно сделать что-то, чтобы вернуть нам наших матерей и сестер, чтобы оно спасло езидских женщин из рук террористов. С момента похищения прошло уже 2 года, но эту проблему мир игнорирует. Нихад стремится привлечь внимание к судьбам пленных езидок, рассказывая о своей судьбе. Боль этой юной девушки, когда она вспоминает ужасы пережитого насилия, видна и понятна всем, кто услышал Нихад.